нужен помощник. Издревле им является собака, мощный и бесстрашный волкодав. Рассказывает Данияр Дулкий, инициатор создания фонда «Тобет Казакы Ит». Любовь к собакам с детства. Родители мои были геологи, и я вырос по долгу службы своих родителей в Песках, Муинкумах. И вся жизнь там, все раннее детство прошло с собаками. И вот меня поражало, когда приближалась отара, и с отарой большие тобеты шли. И тогда не было сомнений, что это именно казахская порода, никто даже не сомневался. В слове «тобет» заложена информация, которая основана на повадках собаки. Она выбирает возвышенность для лучшего обзора местности. С казахского «тоби» переводится как «гора», «ит» – «собака». В народе бытует и другое название – «казакы Ит», казахский волкодав. И оно обозначает историческое место обитания этого прирученного человеком животного. О некоторых особях ходят легенды. Рассказывает Айберген Курман Акынов, которому довелось быть свидетелем схватки с волком легендарного Мойнака. Подъехав к ним на лошади, когда они сцепились, наклонившись, я ударил ножом под мышку волку. Другого выхода не было, нужно было спасать собаку. До дома было далеко. Можно сказать, я сам первый раз взял волка. Мойнак – это последний из могикан, это легендарная собака, которая вот выросла в этих краях, в краях Жарсу. Задавил 13 волков. Когда я его увидел, ему уже было 13 лет. Он чисто аборигенная собака, которая выросла в этих краях, не видавшая города. Хабар – потомок легендарного волкодава. На нем лежит особая миссия – передать как можно большему числу щенков уникальный генотип Мойнака. Первые описания так называемой среднеазиатской овчарки были зафиксированы в 30-х годах прошлого века. Международный стандарт сложился в 40-е. Порода формировалась на основе разных видов пастушьих собак, разводимых на территории Средней Азии. Данияр уверен, уникальные качества этой породы сложились благодаря кочевому образу жизни казахского народа и так называемой народной селекции. Проделана очень большая работа в архивах, где сказано по этому поводу очень много. И в том числе вот в одном издании где-то 150 лет назад только в Тургайской волости, как в то время называлось, зарегистрировано больше 160 тысяч тобетов. Поэтому людям, которые сегодня занимаются скотоводством, необходимо объяснить: среднеазиатская овчарка в ее идеале, в ее стандарте – это и есть тобет, считает Данияр. Единственная проблема в том, что все тобеты нынешние, они в принципе являются городским поголовьем и городской собакой. Но уже проверено на практике то, что до сих пор все в крови сохранилось. Именно на генном уровне эти собаки, которые щенки от городских собак, вполне способны работать при отаре, при табунах и так далее, и так далее. Данияр хочет восстановить не только поголовье так называемых рабочих собак, которые издревле охраняли стада и отары казахов, но и справедливость – присвоить среднеазиатской овчарке исконное ее название – тобет на территории Казахстана. В планах добиться признания казахского волкодава и на международном уровне. Это нужно, будучи сыном своего народа, что-то сделать для своего народа, в честь своих дедов, прадедов, которые когда-то создали такую собаку своим образом жизни и так далее. То есть мы должны восстановить, мы не должны забывать корни, не должны забывать сделанное нашими предками. Мы должны восстановить и делать хотя бы так же, как они.